Ничего лучше. Да, сломанные часы тоже 2 раза в день правильное время показывают. Так и он. Иногда что-нибудь хорошее скажет. Ну вот, я об этом говорю. Иногда он хороший говорит. Ну, я как бы до этого был на него подписан, смотрел его, тогда там, как бы логические вещи, да, там. Ну, в общем, да, вот как вы сказали, то, что он там особо не обделенный интеллектом, образно говоря, ну, все же как бы. Почему он так делает? Деньги себе делает? Надо у него спросить. Деньги делает. Ну, у него да, столько... да. У него столько подписчиков, как бы, если вот утрировать, он не глупый парень, но почему-то, блин, ходит там на кефирских харчах, хотя он там должен быть, по идее. Ну как, деньги перевели, надо было как-то отмазаться. Придумали сказку. Ой, так, люди, короче, все, я иду спать, у меня уже 6 часов. Доброй ночи. На работу вставать. Пока. До завтра. До завтра, спокойной ночи. До свидания. Вендетта? Илэй, ты здесь? Да. Или уснул? Я думаю, он здесь. Илэй. Ахпер, ты здесь, брат? Ахпарес. Илэй. Энчкашка, Ахпарес. Я не знаю, что-то Ахпер спит, наверное. Да, будто Он уснул, тебя походу. звали. Будто тебя звали. Вендетта. Я сегодня тоже целый день проспала, вот теперь ночью у нас спать не могу. Пару, знаешь, совет, пару ведер берешь, заполняешь камнями, 50 кругов вокруг дома, и как зайдешь, И потом заснешь, скажи, да? лечь не успеешь, вырубишься. Все. Или намаз-то сделай, короче. Не, намаз, брат, уже я не делаю, извини. Кому хочется раком вставать, пожалуйста, я не против вообще. Я более мягче вылезался. Извиняюсь, что это за грубые слова, конечно. У тебя же муж был мусульманин, нет, Лола? Да, у меня муж не такой мусульманин, более современный. Ну, он намаз Его можно делает? деистом назвать. Намаз-то делает? Элэй. Нет, конечно. Элэй, брат. Элэй. Спит, оставьте его, пускай не требует. Че, он спит, что ли? Да, наверное. Да, наверное, спит. Решил поспать еще чуть-чуть. Оставьте. Как придет, сам скажет. Так, Я, наверное, тоже сейчас через 2 часа пойду спать. ну, через 2 часа, наверное, все будут спать. И Леон сейчас тоже, через наверное, 5 уже минут уже спит, да, 4 утра Леон? будет. Леон, брат, спишь? Не-не, я слушаю, я с малым просто рядом. Все, понял. У меня Мы через 5 еще минут уже 4 утра пару будет. раз в неделю, как минимум, будем устраивать такие темы, Леон, чтобы... Знаешь, у него такие темы есть, доступ такой есть у этого Ахмеда, которых нету хадисов у нас вообще в русском пространстве, понимаешь, которых ты не найдешь без конкретного текста. Понимаешь, прикол? И как бы вот у него это все есть, а через него можно всего как бы он как раз Как раз надо, помогает чтобы нам. он показал текст. Да. Чтобы он показал текст, чтобы эти бабуины увидели это, да? Абдулашки. И понимаешь? И вот он показывал про Ишу, как она там, да, вся белая умывается. Алейкум И ассалям Мухаммад тоже. рахматуллах. Ассаламу алейкум. Блин, это что за лицо? Ну, да, это Блин.
Я не знаю, самое мерзкое лицо выбрал ты. Господи боже мой, так противно, блин, стало. Hacım bu sonuna gulaş varsa как-то заманить пытаюсь. Тумсонности глоки. Если бы он Это туда ты и пошел есть бы... это тот самый этот Томсо, да? Да, я с ислама вышел, все. Вышел? Я Молодец, я так и знал, ты к этому и двигался. Я Тумсо Абдурахмана, мне просто пока от Кадырова харчи поручал, я притворялся, короче. А так я не верю в Аллаха и Мухаммада. Я так не поняла, кто такой Тумсо? Объясните, пожалуйста. Я... Окей. А все? Блогер, который сидит в Швеции и приживает к джихаду. Сам живет в Швеции среди каферов, а молодежь призывает к джихаду. Вот с этим лицом, понятно. вот Лола, видишь это лицо, это его лицо. Поняла, брат. Вот. А на самом деле агент ФСБ. Борода где козырная? Да, это Козырная GPT, борода где? GPT говорит, не хочу тебя настолько унижать, короче, уже лицо достаточно, короче. И так. И так жестко Я надеюсь, он посмотрит это. Он 100% посмотрит. Спит. Ла-13 тут? Борода как у Жамбетова у тебя. Ла-13 тут? Да, уже ты не первый, кто это сказал. Да спит, брат, спит. Это он косит под Мухаммада, Прометей. Под Мухаммада косит. Пармат, такое слышал ты? Давай я тебе зачитаю пару интересных хадисов. Смотри внимательно. Сейчас, потом не говорите, я всем привет говорил, вы мне не ответили, когда я говорил. Слышали, Привет, брат, Привет, Пармат, дорогой привет. Смотри, это типа он отмазался. Пармат, внимательно слушай. Посланник Аллаха вошел к нам, когда он был болен, и жестко указал мне не лечить его посредством ладуда, влияния лекарством в рот сбоку. Прикинь, она его кормила каким-то якобы лекарством, этим травила. Я сказала, это потому что больной не любит лекарства. Прикинь, она сказала, якобы дальше пей, и больной не любит лекарства. Когда он пришел в себя, он сказал, пусть каждому из вас делают такое же влияние лекарства, прикинь, кроме Аль-Аббаса, поскольку он не присутствовал при этом. Оценка хадиса сахих достоверный. Передатчик Айша, мать проверенных. Сейчас, подожди, у меня наушник слетел, блин. Скажи ему про этого, который умывался белой этой. Да. Лечился, да, глотал. Хажла, Пармат, такое слышал ты? Пармат. Вот это слышал ты? Абу Ханифа сказал. Во всем этом не налагается... Он нашел. Смотри. Скажешь, когда будешь слушать. Да, хази. Да, слушай. Смотри, Абу Ханифа сказал, во всем этом на него не налагается установленное наказание хад. Также не налагается хад на того, кто женился на женщине, которая является ему запретной, на своей матери, дочери, сестре, бабушке, тете по отцу, тете по матери, дочери брата или дочери сестры, при том, что он знает о ее родстве с ним и знает, что брак с ней для него запрещен, и вступил с ней в половую близость. Ребенок приписывается ему, и он обязан выплатить ей махар. Аль-Мухалла, том 1, страница 53. Это хадис? Это от Абу Ханифы передано. Не, это фиг. Это, наверное, имеется в виду, что хад это прописанное наказание. Это слышал-то? Умар ибн Аль-Хаттаб лечился водой мужчин, спермой, проглатывая ее. Разве это человек из обитателей рая? Вопрос еще.
Это суннитский источник приводится. Прикинь, у него как бы была болезнь, от которой он лечился проглатыванием спермы. Ты откуда эти источники достал? Их надо Вот проверять. Ахмад их сейчас привел. Все эти сахих источники Ахмад это Амаду, смотри, мало доверия. Перепроверяй сам, если что. Сейчас я тебе источник скажу. Смотри. А чё, они всегда глотали, а чё такое? Не, смотри, я ему источник сейчас приведу тоже. Я его показывал. Смотри, самый конкретный источник, где это действительно случалось, не Муталлах аль-Джазари, аль-Анвар ан-Нумания, том 1, страница 63. Там Аль-Джарир приписывает Умару заболевание и пишет, якобы он не успокоился, пока его болезнь не успокаивалась. Также у Аль-Джазари Шарх ас-Сахифа ас-Саджадия с 7 странице приводится утверждение, якобы восходящее к Ибн Аль-Асиру. Прикинь, короче, смысл. Рафидиты утверждали, что нас господин Умар был таковым, но у него была болезнь, лекарством которой была вода мужчин, сперма. Прикинь, у него была пожизненная болезнь была, он глотал сперму, короче. Это народ Азута ему напихал. Достоверно, достоверно. Аль-Анвар аль-Нумания, том 1, 63 страница. Поэтому они и глотают, понимаешь? Заглатывают. Он еще, говорит, еще приведу, он чуть занят был, каждый раз вот так через день вот так поднимать. Это все, это сахих источник. Вот даже тот, который Айша ядом кормила, от самой Айши передается этот хадис, прикинь, сахих хадис. Не, он открывает Коран. Ну, Мухаммад заподозрил, прикинь, он немножко ему чем-то кормил, ему хуже становилось. Прикинь, ему хуже становилось от ее лечения. Он отказался, короче, принимать ее лекарства. Она сказала, болящий человек не любит лекарства, и дальше продолжила его говорить. А я что-то не пойму, у них что, разный Коран, что ли? Я не могу понять. Нет, один Коран. Ой. Видишь, бывает Коран, хадисы на арабском, показывают на камеру и читает. Я тоже перевожу, смотрю. На самом деле, блин. Не все хадисы работают, некоторые вообще в отказе в некоторых этих, масхабах. Нет, достоверные. Но не все принимают, я хочу сказать. Да, от Тунсов, все смеются от Тунсов, прикиньте. Народ, лайкайте, народ, 31 тысяч лайков. И не подписывайтесь тоже что-то. Вот, где вы еще услышите, чтобы достоверных источников, где Умара была болезнь, что пожизненная, где он глотал сперму мужчин. А что за болезнь была, Лаука? Я не знаю. Что за болезнь? Они говорят, у него была болезнь, от которой, кроме мужской воды, сперма в скобках. Иди отсюда. Больные, нахрен эти песни делаете? А они там искусственный интеллект у них это? Да это тупо, это противно слушать, честно. Если что слушать, есть азан от Вендетты, вот можно послушать в любое время. Да. Вот это дело, да. Да, по источникам, по хадисам, по аргументам делайте, а какие-то херни не делайте.
И просто накидают слова, делают искусственный интеллект, и вот так выходит. Они вообще... Вендетта? Сами Аллах. Аллах. У тебя новый канал, да? Что бы не было, короче. Да, это запасной как-то, когда тебя блокают на пару дней, муджаhiды жалуются в таутские суды. Ну, как обычно. Да, меня отдельно даже от всей Бельгии мой эфир, представляете, отделили. Сказали, что в Бельгии недопустим мой контент, машаллах, блядь. Да. В Бельгии муджаhiды, что не увидят. А что, Бельгия солидарна, что ли, вендетта с ними? Джихад хотят, шариат хотят бельгийцы тоже. Серьезно, что ли? Ну, я на канал свой телеграм выставил то, что они там пишут. На территории Бельгии мой контент запрещен. Машаллах. Муджаhiды. Бельгия разве не это самое, не Евросоюз? Бельгия, Евросоюз. А почему он запрещает? Ну, вот не У них знаю. там очень сильное исламское лобби. Муджаhiды из Лубянки накатали. Да еще там лобби очень у них сильное исламское. В Бельгии. Саляму алейкум. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والصلاة Оливье Винегрет Цезарь. Давай включим камеру, объявим всем кефиром джихад ради Аллаха. Stopilla. Tupsa, assalamu alaikum. Валексалам. Удати ли Ахмадуй? Кадыров. Помогать. Тумсо, вот у наших зрителей такой вопрос, Тумсо, тут, короче, тут вопрос наши зрители задают. Как вы дошли до того, что вы теперь так яростно говорили за шариат, а сейчас, то есть, вы против ислама? Ждал, пока деньги получу свои от Биркина. То есть кадыровские присмешники перестали, да, то есть платить? Да, больше, говорит, много заплатили теперь, короче, надо было экономить. Мне интересно. Альхамдулилля. Он самого Кадырова, он у меня уже долг просит, короче. Я обязательно тебя долг, да. Голос прям у Кадырова, да, такой же, да? Откуда такой интеллект, блин? Это он был. Это просто понимаете, да, вот, ну, мы чеченцы, то есть все умеем делать. Молодцы вы, чеченцы, я над вами Спасибо вообще за подписку. в шоке. Молодцы, серьезно. Кадырова могу поставить, надо чуть худенького найти, он сейчас опухший слишком, короче, как поросенок. А ну поставь. Интересно же посмотреть на него. Надо мне заново будет закрыть, перезапускать. А, тогда не надо. Такое ощущение, как будто рядом Кадыров сидит. Ради Аллаха лучше я хочу, чтобы со мной рядом стал один муджахид Аллаха. Мне один даже хватает. Давайте всем этим яхудам, христианам, безбожникам, кришнаитам, буддистам, короче, папуистам, короче, православным, всем объявим джихад. Вот один муджахид нужен еще. Просто меня одного не хватает, короче. Для полного счастья нужно, чтобы жамаат был. А если мы на Швамбаль-Бембамбале, как наш брат Тумсо и его брат Игорь Шмаков, то уже жамаат считается. Наш же 2 миллиарда. Поднимайтесь, хоть один муджахид, поднимитесь ради Аллаха. Я здесь. Всем кафирам джихад добьем, иншаллах, рахман, блядь.
Блядь, знаю. Ну, это получается, я не понял, там такое ощущение, как будто ты в Мерседесе купе сидишь. Это что, тебе евреи подогнали? Это моя двухдверная альбурачка, очень шикарная альбурака. Тут все, короче, на шикардосе, вот. Я так и знал, что евреи там виндеты. Она просто альбурака не езжу, у нашего пророка тоже был турбоядерный реактор, двумя битурбами, короче, альбурак, который летал на 7-е небо, пока твоя постель не остынет, возвращался даже. Зато представь, да, сколько раз мы на эфирах у тебя сидели, ты 50 раз его учинил до самого почти утра следующего. Мы можем шаттл чинить. Не то, что шаттл, если посадить, короче, мы можем запчасти шаттла, если принесу шаттл, почему? И заварить тоже можем, слышь? Скажи ему. Иншаллах, варить мы умеем. Как этот чеченец, когда в армию взяли, там, короче, спрашивают, варить кто-нибудь умеет, то типа повара искали, этот раз вышел. Что ты умеешь? Да всякие железки, короче. Это сварщиком был, оказывается. Это повара искали, этот сказал, да всякие железки могу варить. Все-таки время уже... Все-таки время... Наш Аллах ждет, Аллах 47-й суре Мухаммед, в 7-м аяте говорит, помогите Аллаху, и Аллах непременно поможет вам укрепить ваши трусливые муджахидовские стопы. Бля, есть один муджахид, чтобы вот с открытым лицом всем кафирам, яхудам, христианам, иудеям, кришнаидам, атеистам, буддистам, православным, всем объявим джихад нахрен, как у наш Удугов в свое время. Но просто мне бежать некуда будет. И тебе муджахид. Мы не Себастьяне, мы будем стоять до конца. Как у Дугов, Себастьянит не получится. Всем объявляем войну за шариат. Они умеют прийти в тапочках к тебе сзади напасть. А вообще, насчет этой ситуации, что случилось, Виндет? Ну, это петушиный акт устрашения. Да, очень редко захожу в ТикТок сейчас постоянно. Они вырезали, они из этого вырезали, что когда я говорю, ваш пророк пидорас, ваша умма пидорасти, я вашего Аллаха нагибал. Там на видео, они просто это быстро, короче, вырезали и ускорили вот эти моменты, как будто я там как от кого-то бегу, хрен вам, блядь. Я там, мне нужно было мне головку сделать. Вам же там муджахиды пишут, вы что, блядь, что его нужно было там отправить на концерт Кобзона, что вы, блядь, там. Свои же муджахиды пишут этим мудакам. Так они у тебя трусики оставили. Они у тебя трусики оставили, тапочки, а? Это чтобы, как Мухаммед на память, 2 зуба оставил, ну, вот это, когда Абу Суфьян наиб сделал, такие. Так что муджахиды до конца нужно джихад устраивать, а не петушин. Вы в Чечне, когда вы объявили всем кафирам, американцам, евреям, не знаю, всем, короче, кто не придерживается ислама, джихад, вы, когда уже войска двинулись, чтобы вас, джихадистов, нагнуть, вы себастьянили первыми. Да, побрили, даже вот стеклышками брили себе бороды муджахиды, и через Грузию себастьянили. Себастьянили не в Афганистан даже, да, блядь, суки, блядь, сбежали все в Европу, да, где Аллах и пророк отказываются от них, отрекаются от мусульман, которые живут среди кафиров многобой. Вы вообще конченые. У меня там где-то видео лежит. У меня где-то там видео лежит на минуту на этом аккаунте здесь, где, короче, один тип сидит, говорит то, что вот Путин оскорблял нашего Аллаха. Чего мы теперь Путина не можем там пойти что-то ему сделать? А как Путин уже муджахид, он видел, как Коран сосет? Коран лобызает. Отстоперло, видите, отстоперло. Путин скрытый муджахид. Да, это знаешь, чисто вот так вот Грозный. Грозный приехал, короче, он такой, руку держит, не подвигая, потому что бывший КГБшник, короче. И протягивает Кадыру, короче, тот Кадыров ему дает Коран, он одной рукой его сначала держит, потом 2 руками взял, поцеловал, об лоб кинул, короче, положил обратно.
Ну что, муджахиды, поднимайтесь, давайте, брат. Я что-то поджихадить захотелось так-то, брат. Вендетта? Салам алейкум. Алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатуху. А почему ты в ночное время очки носишь? Да, блядь, ну, чтобы, короче, Аллах от моего взгляда под свой трон ходит, короче, кирпичами. И чтобы Аллах не увидел мои отпечатки. Открой, да, по-братски. Братан, ты скажи, вот слышишь? Ты вот свою тебя, камеру открой, братан. Вот у тебя По-братски сейчас открой. хватит? У тебя вот сейчас хватит вот так же, типа, включить камеру, вот, чисто как Вендетта? Что? Вот ты сможешь как Вендетта камеру? Вот ты сможешь как Вендетта Да камеру? нет, он обосрется, мне кажется. Нет, у меня нету камеры. Ты что, не видишь, что нет у него ни синяков, ни желтизны? Там если желтая, то она намного ниже спускается, чем очки. А при чем здесь это? Тут А разговор притом, про изменение ты понял, не было. почему он говорит с ними, да, Вендетта? Синяки хочет увидеть. Ну, хорошо. Я не хочу синяки, я хочу просто на его глаза посмотреть. Ну, ты открой свои глаза, покажи. Как ваш пророк поступил с теми людьми, которых он напоил верблюжьей мочой? Те подумали, бля, он же над нами издевается, грохнули там этого, короче. Короче, с этим скотом там ушли, Мухаммед отправил за ним погоню. И Мухаммед велел им выжечь им глаза, осуждаем, 32 плюс Аллах воскресит, крест-накрест конечности и бросит их на солнце. Даже если бы эти муджахиды мне выкололи глаза, от этого Мухаммед перестает быть PDF-файлом? Или инцестником, или насильником, душегубом, он перестает быть, перестанет. Не то, что я готов голову положить, чтобы это не принять, не то, что глаза. Засуньте эту мою головку в святое очко Аллаха, там в Каабе есть вот эта дырка. Можете ее снять, если смогете, и засунуть в зад своему Аллаху мою головку. Но я от своих слов не откажусь, потому что это дерьмо я не приму. И никогда не скажу, что это от Отца Всетворца. Нет, нет, подожди, я просто попросил тебя снять очки. Вот, я просто попросил тебя снять очки. Я его и здесь, и там нахрен шлю, если он есть. И все знают, что такого создателя быть не может. Потому что таким мудаком человек быть не может, который дозволяет педофилию, инцест, насилие чужих. Плюс 32 осуждаем. Это мудак конченый. Чикатило себе такое не позволит нахрен. Нет, почему Чикатило себе позволил такое? Не зря Чикатило не говорил, что ему это приказал Всеотец и Творец, Создатель. Чикатило от себя действовал. Да. И Чикатило взял на себя, в отличие от Мухаммеда, труса. Ну, я не знаю, даже если у него там синяк, ну что в этом? Я всю жизнь ходил в синяках. У меня вся голова, у меня везде порезано, ну что? Вот, да, вся голова, все губы у меня в шрамах. Потому что я за свое отстаивал и постоянно, короче, конфликт получался и бился. И получал, и давал. Ну и что, если даже у него синяк. Как говорил, да, мужчины украшают шрамы, остальное бижутерия. В чем проблема, если даже они боятся, понимаешь, они боятся показать себя. Вот ты, кот, покажи, как включи камеру, а? У него камеры нету. Да, все у них есть, блин. Нету, Sony Ericsson K300. Да. У него Sony Ericsson K300. Он с этим телефоном только в Тетрис ему надо играть. Муджахид тут просится. О, это муджахидка. Ладно, мест нет. Ребята, обновляйте командные сердца. Мест нет. Командные сердца за копейку обновляйте. Все там, ну вот она. Из шахидки Кто же человека хотят поднять, нет? Запрос Будулай кинул один. Это наша... Это как ее называют? Шахидка. Я тебя на минуту спущу тогда, можно? Да, я спущусь, если надо. Не, сиди, я пойду. Давай. Так.
Куда она пошла? Сейчас, вот. Приветствую. Пока он поднимается, быстро скажу. Бик Булатов, Хусейн, Сез Дибач, Матво, Сагастеласа. Танца, эфир, запросяч, халял, так сказать. Дома сидит под русским, кафирским, пидорастическим конституцией. Оттуда кричит, что муджахиды должны меня секирить. А на мой эфир подняться и с открытым хлеборезком мне это объявить кишка такая. Трусы. Так он меня просил, что я его на дебаты не вызываю, типа его, боюсь там. Я уже 3 дня подряд. 3 дня подряд его вызываю уже. О, Бик Булатов, Хусейн, прошу тебя, приди на дебаты. Шныр Аллаха, приди на дебаты. Котенок Аллаха. Родился тот мусульманин, который придет к формату теперь на дебат, будучи каким-то ученым. 100%. Вон Закария бегает постоянно куда-то. Мы ждем. Они хотели лица видеть, пожалуйста, лица есть. Вы хотели знать, кто мы. Сотерлову, Галанчуажер, Аллах, Дабеша, Гусо. Первый, кто положил... Интересно, знаешь, самое прикольное, их история ничему не учит. Когда я скрывался, я там один в Телеграме, там на чеченском языке, там такие себе эфиры делал, там маргинальные сидел. Потом раз вынудили меня раскрыться, и теперь получили... Ты не боишься, что если ты спалишь лицо, тебя могут наказать? А сейчас бегают за всеми, раскрывают сердце. Представляешь, если раскрыть человека, там, ему же уже терять нечего. Он до конца пойдет, дебилы, блин. Сидят, все, уже вендетты конец, его скоро настигнут. Да. Аллах дает отсрочку, рассрочку и в кредит. Ты понимаешь, что ты совершил большую ошибку? Аллах дает отсрочку, рассрочку и в кредит, кому пожелает. Аллах способен на всякую дичь. Эльхамдулилля. Короче, вот этого Пикассо, брат, он вчера поднялся к Элею, всех армян оскорбил. В моем лице, Элей лице, вот этого надо выкинуть. Уже никогда на улицу не выйдешь. Алло, я сейчас сижу на улице, придурок. Где ты находишься? Ислам, выкинь его по-братски. Во Франции ты находишься? В трусах твоей матери. Машины дома не сидят, это машины на улице. Я сейчас на улице. И вот он вышел, угрожает, он даже лица своего не показывает. Представляете, люди, которые камеру включают, боятся, думают, что их кто-то боится, на улицу не уходит. Вы вообще больные, действительно. Вот действительно дебилы, нахуй. Это... Ну? Сними по-братски с очки. Если ты сейчас скажешь... Камеру откройте сначала свою, если вы не боитесь. Если ты повторишь за мной те же слова, я сниму. Давай. Скажи, что ты ложивший фугас патрон Аллаха. Давай. Я ложивший патрон фугас Аллаха. Включи камеру. Давай. Давай. Очки сниму. Да. Ну все, давай. Как Мухаммед поцеловал детские пиписки, могу пиписку тебе дать поцеловать. Давай, включи камеру, скажи, что ты ложивший фугас патрон Аллаха. Давай. У меня нету на камере телефона. Я работаю на спецобъекте. Понятно. А это, который пишет лицо, пока что он, скорее всего, заблокирует эфир, чем покажет свое лицо. Это мой бывший штурмовик, который отбился... Который не стал мусульман ходить. Я тебя первый раз слышу.
Да не ты. Я про другого говорю, который внизу пишет. Ну, я сказал, и что дальше? Бывший штурмовик. Да, брат, он штурмовал, даже мусульман штурмовал. Прикинь, мусульманские каналы их закрывал. Потом что-то у него ярость проснулся, истинный ислам, и он отбился, короче. Вербованных. Брат, у меня таких штук 10 было, вот, мусульман. Я представляю, какой он сейчас верующий. Не, тут знаете, в чем прикол тут? Хоть весь земной шар раком станет. Я извиняюсь, я хотела у себя заблокировать, а получилось, что я у тебя на канале заблокировала его. Ничего? Да не, ничего. Разблокировать его? Да не. Да не, ничего не потеряли в любом случае. Он отбитый совсем. Никакой он не мусульманин, он просто воюет. Тут суть в том, когда вот эти спонсоры вот этого терроризма, русского международного исламского терроризма, этот спонсор уйдет, Бен Салман, вот эти миллиарды, Путин, которые это все дерьмо спонсируют. Вот эти проститутки, которые везде лазят, они, как ломаю, говорю, испарятся. Когда их кефиры за хвост возьмут спецслужбы всех стран, будут фиксировать их голоса, их аккаунты, их хлеборезки, когда уже не будет нигде ни ездок, когда их список экстремистов, террористов вот внесут, вот тогда мы посмотрим, как вы любите Аллаха. Да. Мы посмотрим, как вы сжигаете